очень сильно распространяет свое влияние на подрастающее поколение. Возможно, это было бы не столько значимо для нашего народа и вообще для кого-либо из нас, если бы не тот фактор, что нас всего-то ничего, плюс-минус 2 миллиона, 2-2,5 миллиона. И для нас потеря каждого человека является большой проблемой. Почему я говорю, что потеря этого человека? Реально мы этого человека теряем. Почему? Потому что он теряет свои традиции, теряет свои корни и начинает заниматься чем угодно, но только не тем, чего так бы стоило, на что бы так стоило обратить внимание. Вот. И, честно сказать, небольшой анализ каждый раз подводит к тому, что должного внимания на этот процесс, конечно же, достаточно еще не обращают на него внимания. Попытки, конечно, изменить состояние есть, чем решать проблемы, которые не касаются его. Вот, поэтому я считаю, что мы, как говорится, когда обсуждаем ту или иную проблему, мы забываем о главном, о важном. Мы можем говорить обо всем, о патриотизме, о любви к родине и обо всем, но круг наш всегда будет очень узким, если мы не поймем, в чем же соль данной проблемы, почему мы сегодня не можем достаточно большой круг людей подвести и подтянуть к тому, с чего все началось. То есть привлекать молодых ребят, завладеть их умами, чтобы они любили родину, чтобы любили свои традиции, чтобы они ценили все, что происходит и происходило в жизни нашего народа. Если мы позволим отделиться, тут разницы нету, касается это только нас или вообще представителей всего Кавказа. Это необходимо для всех, кому не безразлична история и не безразлична, как говорится, жизнь всего подрастающего поколения. Сундеры, я надеюсь, что сегодня в эфире мы будем обсуждать непосредственно эту проблематику, как привлечь, что нужно сделать для того, чтобы выбить у них вот эту почву из-под ног, как говорится. Вот. Вот. Надеюсь, что вопросы будут в том же формате. Я не понимаю, зачем, к чему это на юге Казахстана начались совместное с Узбекистаном учения Калкан-2021 в гвардейском гарнизоне. Начались совместные тактические специальные учения подразделения специального назначения вооруженных я не знаю, к чему это и зачем оно мне нужно. Я не вижу этого смысла обсуждения данного. Вот. Если есть вопросы, касаемые субкультуры, мне не интересно, честно сказать. Я уже последние 3-4 дня вам сказал, никакие новости, которые не касаются нашего региона, нашего народа, меня больше не интересуют. Вот если что-то, какие-то вопросы по
непосредственно о субкультурах и так, как можно решить проблему, как можно привлечь молодых ребят. Вот это самое важное. Для меня на сегодняшний день это является самым приоритетом. Следующее. И первый донат мы получили от нашего брата Эльстаншхо. Эльстаншхо Апты, Аллах да Сиду, да Сайвелха донат. Казахстан наша вторая, нет, наша вторая родина и первая родина это Нохчичу. Только Чечня, только Нохчи и все. Вот. Второй родины у нас нету. Есть одна родина. Там, да, нас приняли наши братья-мусульмане, казахи, узбеки, киргизы. Огромное за них спасибо. Остальное, это нас не касается. Это суверенное государство Казахстан, суверенное государство Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан. Поэтому учение, название, какое у них тюркское название, это не имеет никакого значения. Уважаемые мои братья, все, что касается, еще раз повторюсь, все, что касается соседнего региона, мне абсолютно не интересно. И я надеюсь, всем доходчиво понятно. Если вы рассчитываете или хотите задавать этот пример, тогда не стоит. Смысла нету никакого. И брат Джамлейл задонатил. Джамлейл да саил, донат дал духуахуал. Болдиснек эзашка судокил. Самое важное, почему вы, понимаете, мы не те люди, которые должны на чем-то циклиться. Нужно находить проблему, решать проблему. Вы самые активные, мои дорогие подписчики, которым должна быть важна наша история, география. Оставьте соседей, оставьте всех остальных. Давайте говорить о том, что нам важно и нужно. Более, по крайней мере, пока самое важное и нужное – это подрастающее поколение. Это что нужно сделать, чтобы вернуть, стать крепко на ноги, чтобы больше молодых людей интересовалось нашей историей, нашей культурой, географией, адатами, традициями. Что нужно для этого сделать? Как можно победить, грубо говоря, в кавычках, Макдональдс и заменить его на Туабиром и Хохом, короче. Вот такого вот формата. Смешно, да, но самое главное, популяризировать, как популяризировать нашу историю. Вот, это самое главное. Нет, я нигде не работаю, я блогер и на свободных хлебах. По крайней мере, пока. Попытался пройти, баллотироваться в парламент, но не прошел. Не получилось. Удивляется. Цундера пока так, без работы. Хакум туабирам бәттер хуах сямсяк, сомарсяк бу. Что вот натуральное, свое родное. А иначе мы BPS больше. Чапельгш, Хенgelш, это тоже важно. Черто, Дел там цане, Аллах Карадова, Шадек, Всевышний Аллах. Башлам не получается. Получается, Урарту, просто, я честно сегодня чуть раньше бы начал. И а так, с завтрашнего дня постараюсь в 10 часов зайти. Более раньше зайти не получается. Так я эфиры сохраняю. Да, я вами очень сильно дорожу. И я вами очень сильно горжусь. Аллахи, аздагар Бог мадушун. Всех моих подписчиков, которые стремятся к добру, к единству, справедливости. Все это, как вы видите, непосредственно мы поощряется. Что катаемю
переименовать. Башлам слышал, что хотят Катаяму. Ничего не слышал. Берс Сунхез Датсоне. По крайней мере, такого законопроекта я не слышал, не видел, честно скажу. По крайней мере, ничего подобного. Может быть, но Сунхезом Датсоне. Вежри Ашбях Мобил, личного характера вопросы, дети, жена, я думаю, это как говорится, из-за личное дело каждого, и шутки шутками, но это дело я никогда не поддерживал и никогда не обсуждал. Самое прекрасное это то, что один район назовут Катаяму, давно надо переименовать вообще. Многие населенные пункты надо переименовать. Японского происхождения, если я не ошибаюсь, Нохчоу, японского происхождения. А кто знает, этот район назвали, кто знает. Это был революционер японского происхождения, если я не ошибаюсь. Мы об этом писали, статью делали, размещали у себя здесь в блоге, он есть. Не обращай внимания, союз, что мумшмадиц, вежри, если вы не хотите, чтобы я вас вывел за орбиту нашего прямого эфира, союз, что мумшмадиц, не нужно, мы обсуждаем совсем другую тематику. Да, был коммунист, японец, в честь него назвали Катаяма, да. Хорошо, что Че Гевара не назвали. Но Че Гевара, наверное, был чуть позже все-таки, чем Катаяма из-за этого. Че Гевара. Жаль, что он был атеистом, конечно. Был Эрнесто Гевара, кажется, да, его настоящее имя. Был принципиальным человеком. Взяли его ЦРУшники, расстреляли, когда он поехал поднимать революцию в Колумбии, если я не ошибаюсь. То ли Колумбия, то ли Боливия. Вот там попался и его расстреляли. Говорят, взяли его, что непосредственно в ЦРУшники. Ассаламу алейкум, башлам. Кей-тейп цандац. Кей-тейп входит среди 10 тейпов, не относящимся ни к какому вару, гару. Кей отдельно тейп, да. Насколько я знаю. У нас чеченских он идет так. Этнонимов. Да. Очень принципиальным человеком был. Но, к сожалению, он был атеистом. Но к чему, я не знаю, честно сказать, был ли у него Сталин или нет, но принципиальным человеком был он однозначно. О жестокости его я не слышал, и о том, что ты говоришь, может быть так, может нет. Что бы ни было, он сдох как собака, и гореть ему в аду, потому что не стал он мусульманином, а атеист это хуже даже, чем монотеист любого происхождения. Неверующий в Бога. Ну, с точки зрения религии, баш у нас. Вот. А так, конечно, каждого до смерти, конечно, веровать, желательно веровать в Всевышнего. Не веруешь, считаешь, что ты произошел от обезьяны, это, конечно же. Кстати, вот как раз-таки о субкультурах, раз мы начали говорить об этом, в основе своей поклонники и атеисты, они и являются сторонниками различных сект, направлений молодежных. Поэтому нужно учесть это и знать, что молодое поколение нужно беречь от этого. Если мы не убережем, то есть желающие, которые могут непосредственно завладеть умами нашего подрастающего поколения. И вы, поверьте мне, вы будете удивлены. Да, я турпал эти. Недавно смотрел ролик, где говорится, что в древности в Испании, в Индии, в Японии железо клали
серый источник, чтобы изготовить хорошие мечи. Такой же способ изготовления меча был у чеченцев. Да, я слышал об этом. Башлам, что так поздно? Турпал, да, в гости были, из-за гостей чуть задержался. Не все атеисты верят в теорию Дарвина. Но не только эмо, готы, BTS, BPS, рокеры, панкеры. Сколько их, этих субкультур, конечно же. Но одно дело послушать музыку, понравилось одно время, не увлекаясь там, оставить это. Да будет проклят атеист Алиев, который убивал хороших людей. Я, честно сказать, про атеиста Алиева что-то не помню, но в любом случае, я думаю, что они понесут за этот грех, конечно же, перед Всевышним свою, как говорится, ношу придется им нести. И, видать, им. Нет, я книги покупаю, материалы, акты, карты, хожу, когда в библиотеке, когда в архивное управление. У меня повсюду есть свои друзья в Питере, в Москве, их прошу. В Германии, Франции есть ребята, которых я прошу достать материалы, и они смотрят в библиотеках, через Google переводчик переводим. То есть это обширная работа, касаемо нашей истории. Вот, и все, ни больше, ни меньше. Поэтому как-то вот так вот. Самое важное, вы даже не подразумеваете, наверное, как даже Башлам Яшни, Эльсанови произведение Хилма. Нет, не читал. Не читал. Чего не читал, того не читал. Соцет еш, цееш, наверное. Дела, ешем цееша. Может, отрывки где-то прочитал, но так книгу нет. Я начал его смотреть, дальше не смог терпеть. Вот так вот. Ну, то, что будут переименовывать районы, убирать не наши названия, тюркские, какие-то коммунистические будут заменять и ставить национальных героев на и наши национальные этнонимы, я это полностью поддерживаю. Разницы никакой нету. Вей, Нохчик, Ом, Яхил, Турпал, Хуайц, Эштахкер, Уля, Аду, чем давать название непонятно кому, каким идеалам, тем более людям, которые там, в принципе, за всю свою деятельность, за всю свою жизнь ничего полезного не сделали в этом мире. Башлам ламару, диалект есть. Ламару, понятие, диалекты все почти что ламру. Чеберлоевский, ламру, был так, Шатоевский, Шаройский, Итумкалинский, Галанчурский, это все ламру диалекты. Плоскостной диалект или говор, он совсем другой. У меня отходняк от его рассказа про шаройцев. Шайб Мулла, честь него, какой район будет. Не знаю, район будет или название, надо смотреть. Согласен. Гилдеген, Кошкельды надо заменить, полностью согласен. Абсолютно, на все 100% согласен. Это, конечно, было бы хорошо. Это важно, нужно. Избалды, где чего важно. Шайб Мулла Урарту, у него ролик называется «Языком равно».
чеченцев. Так, старые названия надо возвращать. Надо смотреть, какие были названия. Что скажешь про обращение шейха Мансура к народу? И не видишь ли ты параллель между обращением шейха Мансура? Нет, не вижу параллели. Шейх Мансур все-таки мега-личность. Тяжелые времена, времена шейха Мансура. Тяжелейшие времена. Почему? Я, честно сказать, считаю, что ему было намного сложнее. Это жизнедеятельность и вообще личность шейха Мансура еще не рассмотрена полностью. Что очень трудно, конечно же. Подетально, по кускам мы можем найти определенные куски только того, что происходило вокруг него. Что он говорил, что он фиксировал. Жизнь шейха Мансура сплошная загадка. Говорить о героизме человека, имама Кавказа, это проще всего в общих чертах. А детально рассмотреть его жизнедеятельность, чем он занимался, как все происходило, кто выше. Конечно же, шейх Мансур выше, тут и не оспаривается. Шейх Мансур – имам Кавказа. Байсангур Биноевский, Наиб, он тоже национальный герой. Кто выше, ниже, неправильно будет все-таки вопрос. Но если говорить с точки зрения исторических процессов, если говорить с точки зрения звания, то шейх Мансур намного выше. В этом и проблема, Джамлай, потому что если мы сегодня говорим конкретно про шейха Мансура, очень мало известно. Очень мало. Отвезли на остров, даже сама его смерть немножко непонятна. Кто-то говорит, что его закололи, кто-то говорит, что он заболел туберкулезом. Надо искать, надо смотреть. Кизляр это был экономическим центром, постоянно 2021. Это был экономический центр. В то время Кизляр являлся столицей всего. Ты не забывай, что Владикавказ, Моздок, Назрань, Грозный, все эти форпосты, которые были, в принципе, построены против чеченцев, они появились позже Кизляра. Кизляр является одним из самых первых точек, экономических точек. Вот. Если я не ошибаюсь, он включен в книгу «100 великих людей ислама». Да, абсолютно верно, Джамлай. Есть такое. Да, Мансур включен. Мы и про Байсангура Биноевского тоже. Если про шейха Мансура мы знаем еще как-то, про Байсангура Биноевского тоже очень мало. Его изречение, он был немногословен, честно. Руслан Биотиков. Русские войска, казаки, команда генерала Грекова разорили. Два чеченских селяне за то, что те не выдавали кабардинского обрека. Башлам, кто-нибудь знаешь об этом? Что невыдача обреков, кабардинских обреков, это не частный случай, это было очень часто об этом есть много случаев. И Ермолов в своей книге говорит, якобы приумножился чеченский народ за счет того, что они принимают беглых кабардинских обреков там, или царских там, солдат и так далее и тому подобное. Я что хочу сказать. Переселение, массовое переселение сторонников шейха Мансура, когда уже пало, когда турки предали адыгов, когда начали переселяться, когда власть царской России усиливалась в этом регионе, многие сторонники шейха Мансура ушли обратно, точнее нашли убежище на территории Нохчичу, осели. И их потомки никому не были выданы, их не предали, их не сдали. И они остались, многие, кто даже умер, остались здесь, на этой территории.
Поэтому необходимо знать, что вот именно появление большего количества адыгов на территории Нохчичу произошло именно в период окончания и пленения шейха Мансура. Вот. Это очень важный фактор. И несмотря на это, мы же знаем, что времена Ермолова это уже после этого, после шейха Мансура. Уже когда здесь, это времена Бейбулата Таймиева, и Бейбулата Таймиева были договоренности с кабардинскими князьями. То есть в то время уже с черкесами были мирные соглашения. Даже когда некоторые так называемые кабардинскими князьями договорились, а есть эти документы официальные, что кабардинцев призвали воевать против чеченцев. 2 документа, как минимум, я видел сам, читал, что они доходили до Моздока, останавливали лошадей и говорили, что дальше они идти не будут и воевать против своих единоверцев, братьев-мусульман мы не будем, и отказывались. На что очень жаловался непосредственно генерал, вроде бы он был, или полковник царской армии России, сейчас фамилию не помню. Они отказывались воевать против чеченцев. И вот из-за единоверия вот такая вот ситуация с адыгами была. Но это, конечно же, однозначно так, что никогда не верю, что адыги были воинами. Ламару, к сожалению, ты мало того, что ты не образован, получается, не знаешь историю вообще. Назвать адыги слабенькие. Назови на Кавказе хоть один народ, который, Нохчи оставим, который кто-либо воевал как адыги. Хоть один народ назови, такой же воинствующий, и который столько сделал сопротивления, сколько сделали адыги. Вот. Я хочу, чтобы ты назвал этот народ. Назови мне. Я не знаю. У тебя, походу, какой-то... послушайте меня, вежри. Не называть национальности Кураб, Оураб, Кечарк, Бахш у нас. Не переходите на национальности. Никому. А иначе я вас просто-напросто выведу за эфир. Есть название ника, пишите этому нику. Мы, я не знаю, кто мы. Я не знаю, ты о ком. Насколько я знаю, адыги всегда были воинами. Адыги достойные братья. И первая волна всех войн всегда накрывала адыгов. Весь народ. Для меня адыги это все черкесы. Вот, сразу, чтобы было понятно. Поэтому мне-то уж про адыгов рассказывать не стоит. Вот. Ладно, продолжаем. Я отвечаю дальше на твой вопрос, Рустам Беков, кажется, по поводу... давал. Наверное, да, походу ты сегодня тыкву переел. Ладно. Короче, дальше продолжаем. Поэтому то, что скрывались кабардинские, черкесские, адыгские воины здесь, и что их не выдавали, и Грекову, и всем остальным, это абсолютно не единичный случай. Это очень частый случай, поэтому нужно понимать это. Так что насчет этого, я надеюсь, ответил. Но правда, я очень хотел узнать, как говорится, поговорить. Вы, походу, ничего не знаете, да, про субкультуры и про проблему этих вопросов. То есть это даже не настолько важно. Ладно, перейдем на историю, желательно нашу историю.
Но территория Черкесии большая, Нохчи 66-55, конечно. Конечно, огромное количество. Не могу сказать точное количество, но могу однозначно сказать, что я читал как раз-таки период еще до мансуровского переселения туда, когда он отправился туда вместе со своими мухаджирами помогать братьям адыгам. Я вам скажу, там жесткое, тоже очень жестко вырезались. Жестокая война, и эти земли, они очень красивые, очень богатые земли. Западный Кавказ великолепен просто-напросто. Ну, не мне вам объяснять, вы все, кто был, как вы знаете, кто был там в Карачаево-Черкесии, Адыгей, вы видели Краснодарский край, ну, до самого Черного моря, вы видели, какие это красивые места. Это просто великолепная красота, неописуемая красота, богатый край, вне всякого сомнения. Майкопская культура одна из богатейших культур, которая была вообще тоже. Вот. То, что исчезли, да, абсолютно верно. Улыхи исчезли, языки исчезли, многие. 90%, огромное количество людей по всему миру разбросаны, потеряны, как культурные ценности потеряны. К сожалению, не в упрек, но, к сожалению, братьям адыгам, многие из них, которые уехали и живут в Европе, утеряли родной язык, то есть они потеряли ту самую, как вам сказать, утеряли связь со своей исторической родиной. Отсюда, конечно, поклялся бы. Я никогда не отступаюсь от своих слов. Конечно, поклялся. Если я говорю это, я бы поклялся. И они утеряли ту самую связь, которая была непосредственно с исторической родиной. Я и в прошлом эфире рассказал и уверенно говорю и сейчас, что Ачхой-Мартане, именно в области Даут-Мартана называется, было несколько школ, непосредственно, которые обучали детей князей адыгских, кабардинских, черкесских. Они обучались религии, они обучались военному делу. И последнее, когда уже была Кавказская война, последних детей после нападения вывезли братья чеченские тейпы, чинхоевцы, ну те, которые в Даут-Мартане жили, акинцы, они помогли, передали их карабулакам. Карабулаки, как мы знаем, уже Уарстхуай проживали на границе с кабардинцами в то время. То есть Малая Кабарда граничила непосредственно, эта территория граничила с Чечней, получается, Малая Кабарда граничила. Передали вот последние потомков, учеников. Некоторые говорят, что были убиты. Я это уже публиковал вроде бы, если вы не видели, посмотрите, зайдите, эти моменты были. Это говорит очень о многом говорит. Почему я хочу опять же акцентировать на это внимание? Просто так своих детей, своих сыновей, своих потомков, дабы кому не отдавали. Вот, дабы кому не отдавали. Если я не ошибаюсь, об этом и пишет, и Пушкин пишет об этом. И вот эти фольклоре, которые зафиксированы, что брали черкесских детей, обучали, вот, именно отдавали к чеченцам, им к Нохчи, чтобы они были бесстрашные, очень хорошо умели стрелять, обучались религиозному делу. Это происходило все на территории Нохчичу. Несмотря на все то, что было, не забывайте, несмотря на все, на то, что было, пытаются некоторые люди приписать и сказать, вот, якобы натянутые плохие отношения. Я вчера, кажется, загружал карту. Я надеюсь, что вы все видели эти карты. В этой карте я вам указал один момент. Указал
позицию поменяю немножко. Есть карта. Вот она, если я не ошибаюсь, это немецкая карта. И там от Черного моря и вплоть до Дагестана написано Черкесия. То есть общая та, которая историческая граница Черкесии называют. И здесь, которая находится рядом, территория Нохчичуя тоже называется Черкесия. Мы, когда разговаривали с потомками мухаджиров из Турции, они говорят, до сих пор в Турции некоторые люди по ошибке чеченцев называют черкесами, а черкесов называют чеченцами. Из-за этой неразберихи многие, когда мы начали проверять вот этих генералов, руководителей, они записаны и чеченцами, и черкесами. И там, как говорится, черт ногу сломит, там разницы никакой не было, что черкесы, что чеченцы. Хоть для нас это есть, но в понимании Кавказской войны два этих народа были самых воинствующих, которые потеряли больше всего и земель, и человеческого фактора, и мухаджиров больше всех у этих двух народов. В итоге заключение мы делаем такое, что кто может говорить, что побратимами в Кавказской войне больше были, чем чеченцы и адыги? Никто. Так, ассаламу алейкум, Инстаграм, Чурвежешка. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Так. Еще раз, последний раз предупреждаю. Я выведу за эфир любого человека, который будет обсуждать здесь тематику, которые сейчас уже не имеют никакого интереса, и это уже, как говорится, никому не нужно и не важно. Так. Пожалуйста. Бисмилля. Адекюэль. Так, кто еще? Собордял. Бисмилля. Адекюэль. Все, больше нету. Нету никаких провокаций, мы идем дальше. Все, Чеберло, аминь, все, хватит, уже нету, никого не надо писать здесь, ничего подобного. Поэтому мы должны четко понимать, каждый человек, который интересуется историей, особенно историей, вы найдете очень много общего. Вот. В историческом плане, вот, все, кого мы перечислили, Мухаммад, да, конечно, читал Тазит, и вот как раз-таки обсуждение Тазита, это обсуждение, черкесский князь говорит своему сыну об этом. Вот это как раз-таки он прошел, вот в этом произведении Тазит говорится о мальчике, валикум ассалам, который был отдан на воспитание сюда, и отсюда он вернулся, не отомстил кровную месть, которую не отомстил, вот как раз-таки об этом речь идет. Crazy все. Ну ладно, эфир обычно в понедельник, хуш моя, царь вошла. Нет, в понедельник не было, но эта неделя все на карантине. И все, многие, кто находится на территории, так сказать, России, для них мы вот как бы неделю интересных эфиров пытаемся провести. Попросили провести, и вчера братья задонатили. Была возможность сегодня провести эфир, и мы его проводим сегодня, альхамдулиллах. Если будут вопросы, Ибра, кто там находится у нас
в YouTube-канале. Если будут вопросы по YouTube и так далее, можешь переадресовать, мы на них тоже ответим. Ну, давай не будем называть спартанцев, именно там не только спартанцы, это все только военному делу обучали, а здесь было и культурное воспитание, и духовное воспитание, и военному делу, конечно, тут все три направления. А в Спарте оно было только, насколько я знаю, военное направление. А философия и все остальное было в Афине, если я не ошибаюсь. В Афинах было. Там был сенат был и демократия, это все уже другая. Аристотель, Сократ, Плутарх, Платон. Эти школы вроде бы были в Афинах, если не ошибаюсь. В Спарте только обучали военному делу. У них своих философов не было, насколько я знаю. Если я не ошибаюсь. Вот. Умные люди, короче, были в другом месте, а Спарта воспитывала только воинов. Вы знаете, если говорить о спартанцах, это нам немножко героизирует этот остров, так скажем, Спарту. Да и многое то, что рассказано, это очень сильно преувеличено. 300 спартанцев является мифом. На самом деле тут немножко ситуация... Греки вообще были любители мифов. Ну, военное дело, конечно, у них было хорошее, я не поспорю, но там были очень такие вещи, которые никогда в жизни кавказцы себе не позволили бы. Кстати, оттуда эта зараза и появилась, и Содом и Гоморра, уничтожение, вот это все вот с одной области. Поэтому... Берсаджи, я прошу тебя еще раз, Ваша, и Цешсайоша, не надо вообще об этом. Еще раз, Кингбеков, здесь никто уже не говорит ни о каких национальностях, каждый второй здесь тоже не говорит. Все, кто будет называть национальности, оскорблять кого-либо, без разницы, я буду выводить из эфира. Не писать никакую национальность, не называть это уже не нужно. Асюгат акабашик. Не нужно. А пока я не вижу никакого смысла говорить или обсуждать. Если нам интересна история, адаты, традиции, взаимоотношения, вот об этом... Я хотел вообще-то сегодня поговорить о субкультурах, но вы все как-то... Все хотят говорить, но говорить они хотят не об этом. Халде мухту, альхамдулилlah, держимся. Да, абсолютно верно. Я же вчера зачитывал насчет Бхармата, чтобы мы как раз таки об этом говорили. Я зачитывал, хотя миф, легенда, но все-таки... И я не Бузик, я Черкес Битоков с Ютуба. Руслан, Руслан, огромное спасибо за поддержку, за донат. Дай Аллах, чтобы все, что у тебя осталось, в 1000 раз приумножилось. Я понял, я теперь уже знаю, что это ты. Вот. Дальше. Я вас предупреждаю, я уже 4 человек убрал. 4 человек уже вне эфира. Будете писать национальность, я вас выведу за эфир. И стал Гасуб чернее ночи, и сыну Грозного возопил: поди ты прочь, ты мне не сын, ты не чеченец, ты старуха, ты трус, ты раб, ты армянин, будь проклят мной, поди, чтоб слуха никто арабском не имел. Это да, это Тазит, это Пушкин,
это как раз-таки он должен был отомстить. Кровную месть он должен был отомстить. Он прошел обучение на территории Чечни, Нохчичу. Ну, он его пожалел, но там имеется в виду совсем другое, хочу, чтобы вы заметили. Нравственные традиции чеченцев не позволяли убивать даже кровников, если он просил прощения и сожалел. Там есть моменты некоторые, нюансы. Этот человек искренне попросил прощения, что являлось, и попросил помощи о том, чтобы его не убивали. Из-за этого он не убил. А отец его рассердился, и якобы вот эти слова были посвящены ему. Ну, конечно, не в обиду армянам, но написали не мы, это стихотворение Пушкина, каждый любой может прочесть и увидеть. Башлам, можно вернуть все стяги, которые были во время Кавказского кинжала и сабли чеченцев, которые хранятся в чужих странах? Нет, невозможно. Если не будет выставлены на продажу, никак невозможно. Если не будет межгосударственной договоренности, чтобы вернуть в музей и так далее и тому подобное, это невозможно. Но вы должны понимать, допустим, если мы говорим о саблях, ружьях, которые хранятся в Грузии, их вам никто не вернет. Многие из них военные трофеи. Много чего там происходило. Кто-то купил, кто-то вывез. Во время Арбеляни, кажется, он же был в Дагестане наместником от царской России. В то время перевезли. Ну, вот по-разному оказалось так, что они я много слышал фразу «Горг энти в Ингушетии», не знаю, с чем-то. Не знаю, Цавок, Цахаусом, Кингбеков, не знаю, честно, где это осталось на самом деле. А многих загажниках, очень много в Грузии, в Ставропольском крае. Что касается в Дагестане, я не знаю, возможно, в Дагестане тоже есть. Где точно в остальных местах, я уже не знаю. Кроме как в Грузии, Дагестан и Ставропольский край. Там точно есть. Вот, там есть, я знаю. Как их вернуть? Министерство культуры, некоторые. И, как всегда, брат Асламбек дал сайла донат, дал духуа хуайл, будиснек эзершка соуда хилу зенде. Вроде бы по договоренности совместно еще, когда был Юний Успанов, они какие-то экспонаты, которые незаконно были украдены и вывезены, их вернули. Кажется, был видеоматериал с НТВ, мы его публиковали на своем канале, где в Грозном краевой музей обокрали с винтовками кого-то там старыми, вывозили, и попались они. Этот телеканал НТВ, кажется, показывали. Если украденные какие-то зафиксированные моменты, допустим, если они хранятся в каталоге, и эти каталоги музеев города Грозного, Чеченской Республики сохранились, то по ним, и если их где-нибудь выставят, то их вернуть, конечно же, можно. Непосредственно по закону. По закону. Остальные не знаю, конечно же, это очень трудно. Вот. Что касается у моего дедушки в Биное жил аварский мальчик, чтобы учить чеченский язык и стих, и таких было много в Главном Кавказе. Не знаю. Как насчет заселения побольше чеченцев на нашей земле? Не понял вопрос. КМА, это ты сейчас к чему? Патриотизм я свой по таким вещам. Ну, к сожалению, патриотизмом очень сложновато. Сегодня чернокопатели очень много чего находят.
Не знаю, Амина, ты говоришь, что это Юни выкупил. У меня не такая информация. Есть, который Юни выкупил, а есть, который Юни договорился совместно с нашими археологами и Министерством культуры и вернули. Поэтому и говорить однозначно я не могу. И Юнус, брат Юнус задонатил, если я не ошибаюсь. Да, Саадуэл Бодиснег, Эзершка Соудо, Лилвезендер. Дагмяля Чунтер Сахил. Ну вот. Я же разговаривал по этому поводу в прямом эфире с Юни Успановым. Он сказал, и Султан, а наш археолог Султан, он тоже по этому вопросу тоже знает. Вот, готовы продать все. Да, согласен. Чернокопатели, им без разницы. У них патриотизм находится на уровне кармана. Они есть везде, это же без разницы. Как раз таки эти же чернокопатели и камни тырили, и продавали, хотя все, во всем обвинили меня там или кого-то либо другого, но все это чернокопатели, они по максимуму, конечно, работали и продавали все, что плохо лежит, как говорится. Вот. Ну, кто-то не специально находил. Допустим, не буду называть село, но были братья, мы с друзьями, когда ходили там, где я раньше жил, пошли копать могилы Каш-Ах-Дагнир. Когда начали копать на глубине почти что 1,5 или 2 метра, уровне, ну, нашли, выкинули, кто-то там, сломанная тарелка, выкинул, все. А они были очень красиво отделаны, вот, и в то время я тоже никак внимания сильно на это не обращал, но факт остается фактом. Очень много на территории Новчичуя, очень много захоронений, ну, очень много. И вы реально не поверите, но не только на это. Я уверен, что на территории Ауха тоже можно найти не меньше. Много исторических памятников, археологических находок. И причем, если даже их найти, поверьте мне, они не будут иметь никакого отношения ни к тюркам, ни аварцам. Это с уверенностью можно сказать. Вот. Мы до сих пор, никто не знает, какова была письменность в Хазарском Каганате. Никто об этом не знает. Какова была письменность, допустим, в Аланском царстве, тоже никто не знает. Предположение есть, что якобы ираноязычные были аланцы, но это только предположение. Доказательств как таковых нет. Вот. Разговоры есть, доказательств нету. Но есть зеленчукская находка, в которую наши ученые, именно Новчи, утверждают, нет, окотские люди это ауховцы, не акки, ауховцы. Вот. Все, кто проживает в междуречии Терека и Сулака, это ауховцы. Башлам один с Шелковского рассказывал, что там, где есть месяца Барзлатан, где очень много костей, когда они там землю под строительство брали, они там находили и очень много там. Абсолютно согласен. Ну, многие же не знают. Такое, если что-нибудь находят
Сразу везде, вот в Кабарде в прошлом или позапрошлом году нашли, вскрыли курган. Там такой ажиотаж был просто-напросто. Подтянули археологов. Все сразу такие нашли артефакты просто бомбические, так сказать. Надо вот такие вещи, когда находишь, сразу сообщать. Я говорю, кто хочет переселиться с гор чеченцев, Башлам, не выкидывай меня, просто есть древние ученые, что утверждают, что Алане говорится на древнем. Нету никакого древнеингушского языка или древнего какого-то. Это уже недостоверная информация. Ладно, уважаемые мои братья, мне надо перезагрузить эфир. Час закончился, давайте я перезагружу. Кому интересно, зайдете. Если достаточно людей соберется, мы продолжим дискуссию. Если не соберется, пообщаемся немножко и уберем. Сейчас я перезагружаю канал, то есть загружу это видео и сразу же выхожу обратно в эфир. Кому интересно, оставайтесь. Кому не интересно, что тут поделаешь, насильно никого держать не будем, насильно мил не будешь. Дальше мы будем продолжать об аланах, хазарах, скифах, сарматах и о нашей территории и, как говорится, археологических раскопках. Сейчас я перезагружу и мы продолжим. Башлам, если я не ошибаюсь, этот курган был обворован еще лет 150 назад. Я не об этом говорю, Захат. Вроде бы мы не об этом говорим. Сейчас я перезагружу и заходите. В первой части нашего эфира побывало 300 человек. Вот. Это хорошо. Это хорошо, это великолепно. Все больше и больше людей. Мне еще, знаете, уважаемые мои друзья, хотелось бы призвать. Давайте сделаем такой небольшой анонс и призыв. Если есть кто-то из представителей нашего народа, у которого кто-то нашел какие-то археологические, там, я не знаю, культурные ценности. Я не говорю про золото, само собой никто не выйдет. Медные, бронзовые, что-либо нашел вот такое на территории нашей Родины, сосуды какие-то старые. Я бы хотел, было бы великолепно, если кто-нибудь вышел бы в эфир и вот поделился, что он нашел, как оно выглядело, где он нашел. Если мы сможем призвать людей каким-то образом, чтобы кто-то, кто появился в эфире, и с уверенностью можно сказать, что очень многие люди, которые находят различные исторические артефакты на нашей территории, просто, может быть, они завалялись, не обращают внимания на это. Если найдете, если есть такой человек, пусть выйдет в эфир, покажет, поделится, где нашел, как она выглядит, когда это было. Неважно, размытая могила, там у речки он нашел. Я, конечно, не про камешки говорю какие-то, а вот конкретно, если есть какие-то находки. Потому что многие вещи фактически, они цены не имеют, имеется в виду, они не бесценны, имеется в виду, что невозможно продать, то есть они валяются где-то там в гараже, нашел, на крыше валяются. Если вдруг кто-нибудь
есть кто нашел, в Сежень-Юрте, я не знаю, в Веденском, Чеберлоевском районе. Поделитесь, заходите в эфир, покажите эту вещь. Давайте вместе постараемся, может, подарить ее музею, что-либо сделать, что-либо придумать. Да, у меня нет возможности выкупить ее. Вот благодаря нашим двум братьям, которые поехали в Чеберлоевский район, Апте и Умару Эльстаншхоевец, один Эльстаншхо, а другой Саду Тайпану. Вот они вдвоем поехали у Арсуа Кешништубахыш в Чеберлоевском районе. Вот то, что вот нашли вот саму вот эту могилу, то есть надгробный камень, ничего удивительного нету. То, что там он нарисован, черкеска там и пистолеты, это одно дело. Но саркофаг, построенный вокруг этого надгробной плиты, он имеет огромное значение, чтобы вы понимали. Он имеет огромное значение. И вот такие вот находки надо фиксировать, записать, тоже скидывайте. Без разницы, где бы они ни находились, на нашей территории, главное, чтобы были. Это очень важно, потому что завтра, послезавтра мы знаем, что во время восстановительных работ, Хуай, когда восстанавливали, когда Исаев Султан, еще Юни Успанов вместе ездили туда, показывали, и что некоторые наши недоброжелатели, норнийцы с востока пытались красть камни, то есть вырванные камни, их восстанавливал еще Исаев Султан и Юни, они пытались как-то еще, но благо сейчас там этот комплекс охраняется, все уже восстановлено. И Юни рассказывал, что в то время там были вызваны несколько раз сотрудники Веденского РОВД. Это пресекается. Ну, мало ли, всякое бывает. Но вот такие вот культурные ценности, археологические ценности, еще раз я вам повторюсь, они могут медные быть, бронзовые быть, они могут не стоить ничего. Хотя бы их, если бы вы постарались не просто там продать за копейки какие-то, постарайтесь выйти со мной в эфир, постарайтесь показать их. Вот здесь нашли, там нашли. Если мы подарим, это огромное значение для культурного наследия нашего народа. Это культурное, это достояние нашего народа. Не продавайте их, я вас умоляю, не продавайте, не пытайтесь через кого-нибудь их продать или что-либо сделать. Пускай ваше имя останется в журнале навеки вечное, вашим детям, правнукам и всем остальным будет приятно знать, что вот мой дедушка, прадедушка сделал что-то для нашей истории, нашел, сохранил. Не продал, не перепродал, сохранил и оставил в музеях. Я не знаю, это очень важно, понимаете. Нельзя такие вещи делать. Ну, как можно надгробные там плиты, могилы, вот эти саркофаги, некоторые там рисуют знаки, Мерседес, там, БМВ, или черным маркером что-то напишут. Что за вандализм, что за дебилизм вообще, что за подрастающее поколение, которые на каких-то солнечных могильниках, которым по 1200 лет, кому 900 лет, рисовать маркером или что-либо делать. Здесь был я вам показывал пещеру Байсангура Биноевского. Каждый, кто приходил на это место, где находилась пещера Байсангура Биноевского, обязательно должен был там что-нибудь написать, оставить год рождения. Зачем? Зачем вот это вот делать? Национальный герой Бойсхар Биноевский. Вот надо пойти-то. И эти надписи, вы знаете, что самое интересное? Что эти надписи, они находятся с 1963 год там была надпись. Вот пойти туда в 1963 году и выцарапать там имя или что-либо написать, ну зачем этот вандализм, скажите мне? Нашли наконечники копьев, стрел, бегут, продают их, я не знаю, каким-то... Даже тем, кто покупает, я не знаю, как даже можно сказать. Я не знаю даже, как это. Все это нужно сохранять, все это нужно приумножать. Валлахи, я вам
Где бы кто ни находил, в Израиле, я не знаю, в Японии, все люди тащат, сохраняют, но это ценности, понимаете? Если не будет исторических артефактов, завтра, послезавтра мы никому ничего не докажем, понимаете? Скифские, сарматские, относящиеся к майкопской культуре, кабанской культуре, я не знаю, кайкено-харачевской культуре. У нас 5 культурных пластов на нашей маленькой территории. И столько можно всего найти и сдать в наш музей, даже если ты нашел нечаянно. Нет, вместо того, чтобы найти и сдать его, надо обязательно пихнуть там, не знаю. Да, я понимаю, что вы хотите деньги. Да, я понимаю, все это вот как бы для вас это может быть такой жизненно важный фактор. Ну, то, что до меня доходили, там, продать за 50 тысяч, за 70 тысяч, у меня нету таких возможностей. Выкупать их у меня нету возможности. Не будет никто Берсаджи этим заниматься на государственном уровне. Не будет. Не заинтересованы в этом, понимаете? А федеральные баунасры. А региональные, они не могут себе позволить этого. Там ряд моментов. Где нашел, когда нашел, а что с ним еще было, а кто тебе дал разрешение, а ты чернокопатель, не чернокопатель. Там ряд нюансов, понимаете? Они не хотят платить, эти не хотят продавать, и вот так туды-сюды и ничего не остается. Если даже найдет небольшой, даже, я не знаю, бляху находишь, люди раздувают панику в других регионах, приводят там целые здания просто-напросто не разрешают даже строить. Если миллион даже стоит. Вы посмотрите в Петербурге, в Москве, когда находят что-нибудь, они сразу это как историческое наследие сохраняют. Это везде, Захат, это везде. Кавказ это просто-напросто здесь на пересечении всех Евразий, так сказать, Европы и Азии, стык Европы и Азии фактически здесь. За Каспийским морем уже дальше, как мы знаем, в основном азиатские все страны. Здесь за Черным морем, фактически за Черным и за Средиземным морем, все Европа. Кавказ это место, которое проходили шелковый путь. Мы же сами знаем, что в Шатойском районе находили доспехи викингов. Как они туда попали? Куда они после этого делись? Вывезли, привезли, ничего не понятно. У многих краеведов в районе, музеях краеведов, намного больше артефактов, чем у кого-либо. В Биноевском краеведческом музее, я то, что был там, вы просто не поверите, там вот столько, один человек, просто сельский житель, собрал посуду, которая осталась на месте, где жил Байсангур Биноевский, Бойсхар Биноевский, его соратников. Мечи он нашел. Да, они не в хорошем состоянии, но это вот мечи, сабли, кинжалы, вот все, что было, находилось вот эти форпосты, которые охраняли Байсангура Биноевского. Он все оттуда собрал, принес, положил в музей. У него ядра, у него камни, у него ручные мельницы, у него утюги, чего только у него нету. И советского периода, и периода Кавказской войны. И все он держит у себя под крышей, и никто, грубо говоря, должного внимания на это не обращает. А это золотая кладезь, понимаете? Это золотая кладезь. Построй там, я не знаю, музей, оформи все как нужно, стекла, не стекла, витрины. Это просто-напросто приедет любой человек с России или откуда угодно, с Европы, с-за границы, чтобы сказать, вот покажите что-нибудь в период Кавказской войны. Можно было повезти туда, показать, посмотрите, вот мечи там воинов, которые были с Байсангуром Биноевским, вот пещера, где он проживал, туристический, я не знаю, маршрут положить туда, вот Найб был такой бесстрашный. Ну, все это можно сделать, но это же не от меня зависит. Это все люди, просто даже если соломенный шалаш, если это просто чум даже,
в Якутии, там, Чукче, они чумы строят, привлекают внимание из костей, ножи, все что угодно делают, чтобы привлечь, чтобы развить экотуризм. У нас этого ничего нету, и люди, конечно же, ничего не знают. Благо сейчас появился интернет, хоть что-то можно выложить. Вы просто не представляете, это очень серьезная и очень нужная тема, особенно для туризма, для развития туризма. Или нужно развивать краеведческие музеи по большей части, чтобы они красиво оформлены были. Этот краеведческий музей я попрошу всех, кто поедет на Жаиртовский Бено-юрт, где проживал Байсангур Биновский. Деньги-юрт называется село, поедьте, там Бай Айлбо Шушун. У него есть краеведческий музей. Посмотрите, какие у него экспонаты. Вы сами удивитесь. Просто великолепные экспонаты. Это я вам говорю, как человеку, который там поехал с города и провел там один день. Он все собрал. Необычные камни, ядро, все, что можно было собрать. А это ведь, между прочим, места, где были самые сильнейшие, серьезнейшие боевые действия. То есть Ичкерийские леса – это место, которое сопротивлялось больше всех. Велось больше всех войн там. Это столица имамата находилась там. 2 столицы имамата. Должного образа внимания на это обратить должны сами люди. Если все будет в надлежащем виде, я вам говорю, сделать хорошую рекламу через интернет, люди будут ехать со всего мира и со всей России. Всем, кто интересна Кавказская война. Это не маленький промежуток, 25 лет против самой великой империи того периода. И люди, я не знаю, американцы сотни, тысячи, миллионы долларов тратят, чтобы там все собрать, даже бумажку маломальскую. А у нас все пихают или не обращают должного внимания. Я понимаю, я знаю, что это региональный бюджет, да, это не рассчитан на это. Вот. Но должным образом, если это все сделать, это очень великолепно. Так, Башлам, это очень серьезная тема, Аллах Резхулхун, что затронул ее. Черные копатели наносят очень большой урон в нашей истории. Дерез Масана. Недавно в Палестине меч в море нашли со времен крестовых походов, так сразу в музей отдали. Правильно, конечно. Я видел этот меч. Он, в принципе, не золотой, ничего, но они раздули, все СМИ затронули это, поднялись, дали музей. Все, это, понимаете, в любом случае появятся люди, которым будет интересно посмотреть на этот меч, приехать в Израиль, потратить деньги, посмотреть в музее этот меч, как он выглядит. Люди сегодня, весь мир просто-напросто сошел с ума. Они любят, интересуются, люди обучаются. Они тратят деньги, понимаете. Ведь история нашего народа не заключается только в столице Чеченской Республики. История нашего народа – это каждый уголок. Посмотрите, Герменчук. 10 раз был разрушен Герменчук. 10 раз его сжигали. И это одно лишь маленькое село. Что творилось во Втурах, что творилось в Шали. Часть крепости введено, до сих пор сохранились вокруг какие-то будки, что-то угодно. Отдайте должное. Реконструкция, я не знаю, у нас же есть и богатые люди, и сведено, и остальное. Обратите на это внимание, сделайте красиво, подтяните, реставрируйте. Просто толпы люди будут ездить. Не только на казино, будут останавливаться, смотреть, вот это была крепость введено. Вот здесь-то вот так-то стояли пушки. Или эти пушки стоят везде, эти куски металлических пушек времен царской войны нашли, где только не находили. Отвезите туда, положите, реставрируйте. Сколько их есть, это же все можно сделать. Это можно восстановить. И это
Я вам говорю, если Чечня станет жемчужиной, исторической жемчужиной, туристов просто будут, отбоя не будет. Отбоя не будет. Люди будут приезжать, оставлять здесь деньги. Будут оставаться, будут развиваться, гостиничный бизнес будет развиваться. Все будет развиваться, понимаете? Все для этого нужно делать. Я считаю, что вот это направление как раз-таки очень важное. Само собой, в архивах и адыгов, какие адыги вот заказывали, можно посмотреть по лошадям, по сбруям, там, где что найдут. Доказательств очень много, взаимодействия между адыгами и чеченцами, взаимодействия между аварцами и чеченцами, взаимодействие между кумыками и чеченцами. Вот, допустим, войлочное, то, что умеет делать вот эти истанги. Самое сильно было развито в Аухе, считается. Аух, и вот восточная часть Чечни занималась, делали истанги. И это записано все. Вот они делали лучше всех истанги. Не как многие думают, что они там у нас только в горах. Это неправда. Восточная часть нашей Родины, в основном, по крайней мере, ученые зафиксировали и говорят со времен Ермолова, что очень сильно развито было в восточной части. То есть Гудуримес, вот где Кошкальды, Герзель-Аул, вот эта область, Брагуны, в этой области делали самые лучшие истанги. Понимаете? Это нужно понимать, это нужно фиксировать, смотреть это. Ну, должным образом внимание обращать. Чернокопатели, ведь, между прочим, чернокопатели это не чужие люди. Это наши с вами соседи, односельчане, наши братья, двоюродные братья. Надо смотреть. Истанги это ковры, национальные ковры Захат. Это национальные ковры Нохчи народа. Ну, я буду только за свой говорить, там другие тоже. Там написано было у чеченцев и у кумыков, оно развито очень сильно было. Ну, оружейное дело мы, конечно, записали. Это у нас есть исследователи, которые над этим работали. Вот. Оружейное дело, да, фиксировалось оно. Были сильнейшие кузнецы, были сильнейшие мастера. Вот. Надо понимать, надо знать, надо возрождать это все. Весь мир, еще раз я вам говорю, весь мир в основе своей живет за счет, если не на нефти, то живут за счет туризма. Арабские Эмираты и все развивающие государства в основе своей делают все, и та же Грузия, основываясь на истории, привлекает туристов. Понимаете? Ше Адамов 95 от Ила Ассацавазонте. Я говорю конкретно по войлочному делу, по истангам. Область, восточная часть Чечни. Вот. А что касается ичкеринских лесов, вот это, я почему обратил внимание туда? Это места, где происходили в основном самые тяжелые бои. Самые тяжелые бои. Это не говорит о том, что только там были. Нет, конечно же. Если столица была бы в другом месте, само собой, в другом месте были бы столько же было боев. А это не говорит, что в западной части у нас не было бы. Были, конечно же. И в западной Чечне были бои. И очень сильные были бои. Кровопролитные. Вся территория Чечни фактически всегда была война. Вот. Цундера нужно понимать и нужно знать, что если мы сами не сохраним эти моменты, да, проще сидеть где-то BTS обсуждать, проще сидеть в ТикТоках, бои обсуждать. Это, конечно, круто.
Но насколько это долго продлится? Насколько это долго продлится? Сколько это будет интересно? Винишко Тян, эмочки, готочки, рэперы, рокеры, эти, я не знаю, как их, блин. Все это... Ой, это большая проблема. И проблему это нужно решать, конечно же. Кому-то интересно, а кому-то нет. Вот. Благо, вот гендергноевцы искали фактически почти год-полтора, или, если я не ошибаюсь, год-полтора они искали основание башни гендергноевцев в Ношхе. Еле нашли. И по старой методике восстанавливают полностью свою башню в Ношхе. Это великолепно, это прекрасно. Вот так нужно везде искать, восстанавливать. Сам был свидетелем, как в одном из сувенирных магазинов один из таких чернокопателей пытался продать продавцу магазину серьгу, найденную в одном из таких могильников. Готов был разор. Да. Валлахи, ичкери дош доч меттик бацк мгварди дош. Я говорю об ичкеринских лесах, имеется в виду исторической области Ичкерии. На аукционах в Штатах столько кавказского оружия продают. Выставляли полный комплект, шлем, кольчуга и тому подобное, как вчера сделанные. Ну, конечно, там, где платят, поэтому мы удивляемся, почему наши вещи находятся за океаном. Да просто так находится, потому что есть люди, которые вывезут и продадут его там. Это был район. Дац, Тухум-Дац. Ичкеринские леса, это район был. Мы пристыдили его. Продавец магазина сказал, что приходит к нему регулярно с такими предложениями. Да, к сожалению, если мы так будем и дальше идти, мы не сможем ничего сделать. Мы это все утеряем, а многие это купят, приобретут, и потом пиши пропало. Конечно же, надо заботиться об этих вещах, надо пытаться это все сохранить. Если мы не будем сохранять свое историческое наследие, то, конечно, реальные проблемы нас ждут. Пустые музеи, высотки каменные, не более, мало привлекут, потому что высотки, красивые города есть в Европе, есть везде. В Питере есть, в Москве есть. Нам нужно чем-то отличаться. Нам нужно брать туристов чем-то другим. Не только красивым, аккуратным городом. У нас нальчики в оружейном магазине продавали шашки и кинжалы Кавказской войны, которые чернокопатели нашли. Я их видел вживую. Цены были от 70 тысяч. И это примерно лет 5 назад. Они были украшены серебром. Конечно же будут. В первую очередь, конечно, такие вещи есть везде. Ржавые, конечно, но им место в музее не из-под прилавка. Жалко, конечно, что такое происходит. Откуда мне взять, если то время нас дома не было? Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху.
самое важное, самое нужное, чтобы, что необходимо знать нам, это наше будущее. Это наше будущее. Хорошая идея насчет 3D рисунка, вот этих кинжалов и так далее и тому подобное. Великолепная идея. Мы удивляемся, что в музее находят меч, подаренный чеченцами Шамилю. Вы видели, как на этом мече были выбиты арабской вязью, рисунок был. Для того времени, с теми технологиями, которые были у них, как это было трудно сделать, вы просто не представляете. Мы еще учились в университете, рассказывали, что в Итумкалинском, в Шатойском районе находили черепа 15 века приблизительно, вот, у которых медными пластинами была сделана трепанация черепа. И это 14 и 15 века, когда многие бегали еще в лаптях и с оленями шкурками. И если мы это не поймем, и если мы не поймем, что это очень важно для нашей истории, это, конечно же, это трагедия для нас. Одна половина людей, которые вообще не интересуются нашей историей, им бы главное, чтобы там Винишкотян там, и все остальные эти всякие прибабасы в 14-15 лет, которые Синий Кит, в ВК, в ТикТоке, Бига-Бига, Перископе сидят. Им вообще пофигу, что касается нашей истории. Им вообще ничего не интересно. Вот им современные вот эти BTS, корейцы, эти уются ушел, язычники, всему что угодно интересно. Другая половина у нас занимается купи-продай, ему главное, чтобы не было продать. И вот такое маленькое количество национал-патриотов, я не знаю, назовите как хотите этих людей, которые пытаются хоть что-то сохранить. Я не знаю. Ну, вот знаете, что меня восхищает в немцах? Многие их не любят там и так далее. Там. Но немцы это вот настолько педантичный народ, все сохраняют, все хранят. Если не в музеях, то дома. Недавно в Австрии, кажется, был найден, когда старик умер, и начали вот это, очищать квартиру или дом очищать. Нашли у него в доме танк нашли. Танк нашли. Вот он просто, как он сделал это? Построил вокруг дом, спрятал его. У меня подписчик был, брат, рассказывал, как в Германии, когда умирают вот эти старики, немцы, они находили оружие Первой мировой войны, Второй мировой, каски, пистолеты, вот эти старые ружья. Но ничего не продавали. Все сохраняли. А Вайнчар все. Вот вы смеетесь, смех смехом, но это вот в интервью вроде было. Это в Австрии, кажется, или в Германии. Но где-то нашли они этот танк, который он то ли дом построил вокруг него. Это говорит о многом. А японцы, две нации, которые мне нравятся больше всего. Японцы. Вы знаете, сколько стоит один меч, хороший меч, самурайский меч? От 10 до 50 тысяч долларов стоит. От 10 до 50 тысяч долларов стоят, мечи японские. И они сохраняют его. Я просто-напросто все эти суммы, все про это знаю, потому что есть History канал, и там есть аукционы проводят исторические и так далее. И там просто офигеешь, когда увидишь вот эти цены, вот эти исторические, все. Это очень-очень трудно, конечно. Я не знаю, как ситуация. Ну вот я по словам вижу братьев черкесов, адыгов. Они говорят то же самое у них. Куда мы идем? Потом завтра, послезавтра у нас появляются чекиндезы, которые говорят,
что у вас ничего не было. Почему? Потому что все уже распродали, все купили соседние там пришлые маленькие народы, и все. У них ваша вся история, а что ты, как ты докажешь, что это твое? Как ты докажешь, что это чеченское или адыгское? Да никак ты не докажешь. Я не знаю. У нас, блин, не то, что исторические, блин, да, усилие Лирсвяца артефакт. У меня есть один артефакт, но мне его, он не чеченский, мне его прислали с Ленинграда, друг прислал, с Питера. Но оно к чеченцам не имеет никакого отношения. Это вот найденное там, местными, так сказать, чернокопателями. А остальное у меня нету, к сожалению, было бы. Дейл, да, если бы было бы что-либо у меня, я бы с радостью отдал бы его в музей. Валлахи, отдал бы. С радостью. Ассаламу алейкум. Эфир дал беркати юайла вай мелца диес чарн хор бюса гайнах гуайлой. Амин. Башлам. Я знаю, Бадеев фамилия, полиглот знает все языки. Он чисто пару минут поговорил со мной, и я ни слова не понял. Мы язык теряем тоже, не знаю, у чеченцев так. Это везде. Это везде. Понимаете? Теряем язык, теряем исторические ценности, артефакты и грыземся по выдуманным некоторым персонажам, оскорбляем друг друга, грязное белье достаем. И это, конечно же, абсолютно не украшает нас. Просто позоримся перед людьми и все. У меня финикия и аланские чашки. Вот ты красавчик, у тебя... Ну, тебе повезло. У меня аланских чашек нету, честно сказать. Давай, знавший, у тебя хорошая коллекция. Да, никаких проблем. Главное, чтобы это вам было интересно. Я рад говорить и показать артефакты, книги, о чем угодно. Аллах, я знаю, что у нас есть, я имя называть не буду, я разговаривал с человеком, у которого 4, кажется, или 3 или 4 ордена, которые были у Байсангура Биноевского, то есть времен имама Шамиля. Это частная коллекция этого человека. Хотел ли бы я сам посмотреть? Конечно, бы хотел. Ну, такие люди, я не знаю, вот такими людьми, которые зашли бы, пообщались, показали на камеру, что ли, или что-либо. Это очень интересно. Знавший, тебе повезло, я честно тебе скажу, тебе повезло. Мне так не фартило. Я пропустил один момент. Еще буквально лет 10 тому назад мне приносили золотого оленя. Такого маленького. Но в то время это были баснословные деньги. У меня таких денег, конечно же, не было. Он продавал его то ли за 10 миллионов, то ли за 3 миллиона, я не помню. Это был то ли скифский, то ли сарматский золотой олень. Вот. А я как-то не обратил на это внимания, у меня денег не было, я не обратил это. Сейчас я уже понимаю, насколько это важно было. Наверное, его продали, конечно же. Из чистого золота золотой олень был. Вот. Вот так вот. Я был безмерно рад, когда во время строительства, кажется, дороги в Гуное, Гюнах, строили дорогу, кажется, или дождь пошел, смыло. Нашли захоронение арабское, в которой были монеты, кувшин нашли с монетами 9-10 века. Арабские монеты.
И это на нашей территории. Это великолепно, понимаете? Это вот просто, это просто кладезь, реально кладезь. Ну, для многих это, конечно же... Реально крутая вещь, братан. Да, красиво. Если ты не против, я бы показал нашим зрителям. Если ты не против, конечно же. Так, и... Брат Руслан задонатил с Ютуба. Я понял, это Руслан Битоков опять с Ютуба задонатил. Руслан, огромное спасибо. Дай Аллах, чтобы все, что у тебя осталось, в десятки тысяч раз приумножилось. И огромное спасибо братьям, которые не забывают донатить время от времени. Можно... Нет, 6 тысяч лет. Сейчас я покажу тогда, подождите минуточку. Я покажу нашим зрителям. Это очень красивая, между прочим, вещь. Мне нравится. Вот такие вещи, я имею в виду, нужно было показать. Так, посмотрите. Посмотрите, какая красота. Вот, финики. Всем видно? Сейчас вам покажу. А вот аланская чашка. Через Шаройский район проходили, по Ургуну проходили, дальше через Грузию шелковый путь проходил. Шатойский, Шаройский, Чеберлоевский. Видите? Всем видно? Вот это аланская чашка, а вот это финикийская чашка. Видите, какая красота? Вы не поверите, но этим вещам, вот, этим вещам по 1000 с лишним лет. Огромное спасибо брату, который показал, прислал, чтобы мы поделились в своем эфире. Смотрите, какая красота. Смотрите, какое богатство. Ну, так вот. Такие вещи, конечно же, на вес золота. Дело в том, что мы... это только... Многие люди могут и не понять этого, но это очень важно. Вот. Это очень важно. Я не знаю, кто такие эры. Башлам Халхартур Дуса, Халалертур Дуса, Цюн Мелхан Ю Муходартиш. Ну, я не знаю, Маша, надо посмотреть, надо показать. Так. Наш народ не может физически разделиться, кроме как искусственное образование. Так, да, довольно считаю, что, да. Говоришь что-то вам, говоришь, здесь речь идет о культурном наследии, о архитектуре, обо всем. Но нет, у вас, кроме своей какой-то темы, вы зациклились просто-напросто. Нет, не знаю, кто такие эры.
Ну, прям сами напрашиваетесь некоторые, чтобы я вас просто с эфира убрал. Проходил по горам. Еще как проходил. Кист Чечен Зурзук. Проходил. По той карте, которую я видел, он проходил. Не знаю, может, у тебя какие-то есть не другие, конечно. Как ты считаешь, у нас древний язык? Да. Считаю его очень древним. Как минимум, вот, рядом с арамейским языком. Это мое личное мнение. Древний язык у нас. Не современный язык, конечно же, а вот именно... Короче, ладно. Да, он проходил по Тереку и через Моздок уходил, и вообще ничего не доходит, не проходило через горы. Мегарду. Так, дальше. Знавший, хорошо. Абсолютно верно. Не знаю, у кого там 1000 диалектов, у тебя может и 1000 диалектов, у нас нету там столько диалектов. И не 1000, и не сотни даже. 7 диалектов, и они все друг другу понятны, доходчивы для всех. Ну, про язык очень многие есть моменты. Нужно доказать, но мне, по крайней мере, насколько я знаю, по мне наш язык очень древний. English Life, я сейчас тебя уберу в одно место, поскольку ума у тебя столько, сколько и на кончиках твоих пальцев. Не заставляй меня говорить, что ты есть. Ты всего лишь диалект. Не больше. Один из наших диалектов. Моя бабушка говорила «Бян ноук», по которому раньше шли караваны, и был тот самый шелковый путь. Она стариков слышала. Да, проходил, я вам еще раз говорю, проходил через горную часть, проходили. Вот. Ца элп долш дешнеш дойзишун. Конечно, я же знаю, Лайф. Ты же понял, о чем я? Ца элп дол дешнеши. Надо подумать. Да. Отлично, Паглбери. Великолепно. К. У. Есть такое дело. Верно. Отличный пример, молодец. Ну, камни это чуть-чуть другая ситуация, вежри. Найденные камни. Камни здесь, про камней много кто находил камни. Хотя это тоже интересно.
С, правильно. Ч, правильно. Ну, Ч все-таки через А. А. Ай, молодцы. Видите, как много слов. Да, я вижу, я смотрел, только что смотрел. Нет, ты прислал Г, Джейсус, а он сказал А. Башлам, дедик говорил, наш хой живут на западной, да, в основном западной. По всей территории живут наш хой. От востока до запада, но в основном западная часть. Наша сама находится в западной части. Галанчорский район, Нохчичуэ. Несколько слов можно писать с одной буквой или несколько. Ну, с одной буквой, значение имеется в виду. Х тоже есть, правильно. Ахар это не одна буква. Из одной буквы слово должно состоять. Башлам, матигер до ходдам, мапусар цадо цунарнейци. Ас хяст биеш бацуш. Еще дала ديل يغزوات نمش لي الوشبوش تا قصة سارق أخيت ويش حالدات. Ну, молодцы, видите, сразу как Х, Ч, Ч. Молодцы. А. М. Махуду эскербею Расул. Мабо куду. Вот. Я не знаю, что есть такое слово ма. Пагал Берри. Неплохая теория. И. А что за слово Кистин 45? Что за слово с буквой И? Ибо куду. Значение слова И. Какое? А я понимаю, это зима. Ч я понимаю, это медведь. Х я понимаю. Хадавюда бывает тоже. Ц это две буквы. И он. И он, да, с суном цайзэ. Ж. Вы, кажется, не понимаете. Ж. Ну да, Ж тоже может быть, Руслан Биотоков. Всем удачи, мне пора, спасибо за ответы. И тебе огромное спасибо, Руслан. Благодарим. Благодарность тебе за то, что с нами побывал в эфире, пообщался с нами. От души, брат, Адык. Ф. Дач. Ф буквы у нас не было. Ф появилась намного позже. Сейчас, в последнее время, появилась буква Ф. А раньше буквы Ф у нас не было. П была, Ф не было. У многих старых древних языков буквы Ф нету. Кстати, в грузинских 3 алфавитах, ни в одном из грузинских 3 алфавитов нету буквы Ф. Генуэзские колонии, что про них знаешь, Башлан? Ногти пересекать. Вот про них ничего не знаю, брат, честно. А в русской азбуке сейчас Ф. В прошлом до Кавказа существовали кистимовки из тейпов, располагающих высоко в горах, ближе к границе с Грузией. Из таких тейпов, как Терлой, Муквай, Чинхуай, Мелхай, Дишни, Эхай. К. Баран. К. Баран. Кабуол, да. Это большой такой барашек мужского пола. Пола или, не знаю. Патиха говорили до последнего времени вместо Фатиха. Да, абсолютно верно. При Абдулатипове такого не было. Много чего не было при Абдулатипове. Вот, Башлам, у нас
была и есть Ф и П. Я знаю, что есть П, но ваши ученые, которые уходили на связь со мной, они говорили, что буквы Ф нету. Не знаю, может быть, Софико, я спорить не буду. Тебе виднее. А что есть буква П, говорили. Ф, я не знаю, может и было. Может и есть. Значит, он солгал. Да, 3 алфавита. 3, вроде бы он сказал 3. И в 3 букву, чистой буквы Ф нету, они говорили. Возможно, есть, я не знаю. Опять спорить не буду. Ты грузинка, тебе лучше знать. Ва алейкум ассаламу рахматуллахи ва баракатуху. Джанчур, у меня нету, не открывается то, что публикацию ты прислал, она закрытая, нет доступа написано. 4, да? Но он сказал только 3, наверное, 4. Теперь буду знать, что 4. Ва алейкум ассалам. Ну, я подписался. Хедрули, Нусхури, Амамутаврули и современный. Понял. Башлам, сегодня на меня какой-то черт говорил, что я админ канала Чечен След, и типа он меня найдет. Я просил номер, но он как баба удалил переписку и убежал. Ну, навряд ли ты будешь, я не знаю, ну, насколько я знаю, я очень сильно сомневаюсь, что у тебя... Хайбах разбросана террасами на уступе горы, внизу ущелья течет небольшая речонка, когда эта башня построена. Спросил профессор хозяина. Давно, много поколений назад, и старик стал перебирать, сколько поколений прожило и защищало этой башней. По расчету оказалось, что ей более 400 лет. Харузин, Н. По горам Северного Кавказа, путевые очерки. В 1886 году минус 400 лет, это получается 1486. 15 века Хайбах. Отлично, отлично. Хайбахская башня 15 века. Вот вам и результат. Царская Россия разделила. Такова была политика царской России. Вот и разделили нас. Вот хорошую новость сообщил нам наш брат. Хайбаховская башня 15 века.
Бяхмобил у меня телефон понемножку, как говорится, уходит в себя, что не самое лицеприятное дело, конечно, но ничего, будем держаться сколько можем, а как не сможем, все закончим. Да, ладыкник ходу. Но я бы очень хотел, прежде чем закончить свою работу, напечатать весь материал, который у меня есть исторический. Карты все выложить, все ролики. Очень хотелось бы это сделать. Я постараюсь сделать все, что возможно. Все, что зависит. В последнее время я выкладываю все материалы ауховцев. То есть Междуречье, Терека и Сулака. Последние все материалы, касающиеся Ауховского района у меня. По восточной части у меня. По Ауховцам, по Междуречью, Терека и Сулака. Все материалы в основном о них. Но про остров Чечень, про Каспийские земли. Буду делать все, что возможно, конечно. Надеюсь, что пока не сдохнет телефон, я смогу все выложить. Все. Нистурдек, нистурду. Ничего специального нету. Надеюсь, ни у кого обид не будет. Всегда уж тогда, да. И потихонечку, наверное, уже это дело по крайней мере так. Хотя один брат говорил, что постарается мне достать, купить, по крайней мере, нам Apple-овские планшеты. Если получится, тогда продолжим. Если не получится, ну, да нет, и туда нет, и сюда нет, бяхчунедай. Я семимильными шагами пытаюсь быстро опубликовать все, конечно. Башлам, ты в курсе, что в Грузии много пришлых, и царская Россия письма передала пришлым, и язык базе пришлых коренных отводили его слишком близко родственные. Они были чеченцами благодаря им. Не слышал, Башлам, как царская Россия могла нас разделить? Ты же сказал, что они сами ушли, так как посчитали себя отдельным. Царская Россия, когда была... ты имеешь в виду за это, Расул? Во время разделения нас и отдельности, когда мы жили, это мы еще разделились только территориально, имеется в виду, мы были родственные, мы ничего, как бы, окончательного разделения право-лево не было, то есть были вместе все-таки. Раздельно жили, но были вместе, имеется в виду. Но когда пришла Россия, то есть не воевали друг против друга, чтобы это было понятно. Не были в разных государствах. Но царская Россия сделала так, что поставила друг против друга. Да, есть такое дело. Дац. Тайпду, которая не входит в состав Тухумов. Мы были не из тех, кто подписал. Брат, а можно теперь определить все чеченские тайпы их? Брат, а можно теперь определить все чеченские тайпы их истории? Теперь как ты имеешь в виду? У Амада Сулейманова, да. Вот. Что? Адамово дерево. Неплохой ник. Пикник. Царская Россия
пользовалась прекрасно теми дарами, которые в то время возникали за счет кровной мести, за счет разделения. И они умели пользоваться этим делом. Очень просто. Просто тейпы, 10 тейпов, которые не входили ни в какой тухум. В основном все они западные, все без исключения. Дышни, кей, веппи, мулквай, ламэкки, майстой, баулой. Кого я там еще не перечислил? 10 там дармяцу. Кей, ченти, ой, фу, чинхуай, точнее, ченти, чинхуай. Турхуай нет, турхуай это тейп. Они нашхуай. Нашхуай входили. Да, нашхуай. Не турхуай, а нашхуай. А турхуай это ответвление от нашхуевцев. Турхуай отдельно нету. Имеется в виду пешхуай, правильно. Пешхуай, нашхуай. Вот. Эрлуай нет, Эрлуай входили в состав. Тирвай входит в состав. Он считается среди 9 тухумов. Тирвай был. Тирвай был, Мелхей был, Уарствай был, Чеберлуай был, Шотвай был, Балуай я сказал. Нохчмахвай был, Хальдеярвай, да. Ду, Джахарду Дайвц и Чоу, J2. Те, которые не входили, там их больше должно быть. Больше. Шарвай я сказал. Шарвай тухумду. Шаройский тухумду туда входит 20. Шарвай это не тайп отдельно. Шарвай это тухум. Чеберлуай, шарвай, шатвай это тухумы. Ченти, тирвай, орствай, нохчмахвай, 9 тухумов. Не путать. Цечуэ буду ночи. Наш хархабел цечуэ. Именно из Дудая Вичунас. Башлам этого парня из Аргуна, который пропал на Фортанге, нашли мертвым. Дал геш дуэлсуну изендер. Дал дегал уэлхуй. Дерес хил гуно. Дерес хил. Дерес хил. Иди кидаться. Дал дегал уэлхуй. Жалко, конечно. Ну, церах вегг хичуанаг. Да, лелсмани вот трубу, что хумма дерсуна етря. Нохч Махоевский. Ичкерийский тухум олцуна. Цуюкы булыш наш Махой. Самое большее сунает Чеберлуай у Абумяцу почти 41 вариш, тейп 42 дариш, и тейп дорция цуюклуш. Самый большой церду. Ял хуай, эрстен хуай, эш батой, гендер гной. Дух бутига. Нохшмахвай клуш. Объединенный тейпов вар, с чем связано Башлам? Ни с чем не связано. Территориально связано, социально-экономически, военно-политически связано, считается.
Но вот его не Вар называют, а взяли почему-то Вар не взяли, или Динто не взяли, взяли дагестанский Тухум. Но Дагестан был изучен, а Чечня не была изучена. Причем до конца Кавказской войны вся территория не была изучена. Части ее были изучены, небольшие. Поэтому даже многие карты вообще, на многих картах вообще не указывается эта территория. Она пустое пространство стоит. Оно не было изучено. Немецкие ученые, французские ученые, все они его начали позже изучать. Пошлам, примкнули много чеченцев когда-то принудительно. Как-то сами, потому что не хотели покидать свои земли, и именно из-за этого. Не знаю, я сомневаюсь, конечно, что это так. Многие не примкнули там, это... Башлам, ты знаешь, Джамлаэй Хамхоев. Я его знаю как нормально, он не нарнеец вроде бы. Джамлай Вайнвой Шу. Нарнеец в отце. С чего ты взял, что казахское? Ну, казахского нету слова. Адухуа. Есть тюркское слово. Казахи это те же самые тюрки. Киргизы это тюрки. Узбеки это тюрки. Вот. А казахские гары я не слышал такого что-то. Ты хотел сказать тюркское, может быть? Но это у лингвистов надо спросить. Я не буду с тобой спорить по этому вопросу. Возможно. Еще раз повторю вам. Будь то Тухум, будь то Вар, оно основано на территориальном, то есть основа у них территориальная. Все, кто жили рядом, объединялись вместе и противостояли определенным нападениям или, я не знаю, кому угодно. Ну, многие слова арабские, многие слова персидские, тюркские. Ничего удивительного нету в этом. Вот. Просто все зависит, как говорится, от времени. Ну, Вежри, что на сегодня тогда... На сегодня, наверное, тогда закончим. Я смотрю, уже 26 человек. Может, многие и спать хотят. Завтра чуть раньше я сделаю. И недолго, конечно же, часовой эфир, наверное, проведу. Возможности у нас немножко ограниченные. Телефон у меня начал уже... Экран меркает у меня. Отключаться, включаться. Даже звук упал, лил. Сондер ситуация ищу. Постараюсь, завтра мы сделаем. Завтра посмотрим по тематике, что будет вам интересно. Я хотел сегодня немножко поговорить, конечно же, о субкультурах. Но вы немножко тяжеловатая аудитория. Имеется в виду, я надеюсь, завтра
вы сами выберете тему, о которой вы хотите говорить. Да, Аллаха, и мы поговорим. По крайней мере, 1 час мы точно сможем провести по мере возможности. Всем огромное спасибо, уважаемые мои братья, сестры. Огромное спасибо нашим 3-4 человека было, которые задонатили. Им огромное спасибо. Аллах да асаюл, ашшаятин донатта будисна гезашка суду акил. Огромное спасибо моим дорогим братьям, сестрам, подписчикам с Ютуба. Давайте сделаем так, в директе вы определите, и вот до завтрашнего 10 ночи напишите, о чем бы вы хотели поговорить в эфире, и мы сделаем эфир непосредственно по этой тематике, чтобы не было. Еще раз вам говорю, если вы желаете, просто у меня 1 неделя свободная, когда я никуда не выхожу, как говорится, карантин, соблюдаю меры безопасности. Если вам это интересно, напишите, и мы сделаем эфир. Если вы все-таки хотите по графику, то есть только среда, только пятница, суббота, воскресенье, мы можем и так сделать. Мне без разницы. Об этом тоже я вас прошу, чтобы вы написали в директе, о чем бы вы хотели поговорить. Обязательно я вас прошу, обязательно читайте материал, который я загружаю, смотрите карты, какого года карты смотрите, вы много чего интересного узнаете. Каждая карта – это с определением территории чеченцев. Каждый источник упоминается или о наше оружие, или же наша, там, не знаю, география, карта, все, что касается нашего народа. Приводите, я вас прошу, приводите больше нам подписчиков, наших сестер, братьев, побольше приводите, старшее поколение. Нам нужно укрепляться, нам нужно объединяться. Чем больше вместе будем, тем лучше будет для нашего подрастающего поколения. А ты, Нарнийский доклад? Да, конечно, я закончил весь доклад полностью до конца, поэтому Башлам да асаюл хафир дересхал, и кто-то напоследок, кто-то задонатил, имя не видно. Аллах да асаюл, что доната да дух да адвел. Не переживайте за сумму, не переживайте за количество. Я знаю, у всех сейчас положение не айс, поэтому все, кто хочет, столько и донатит. Поэтому сагаттаю шумдац. Еще раз, лайкайте каждый комментарий. Если есть возможность, репост. Если не можете репост делать или программу не умеете пользоваться, оставляйте 1-2 комментария. Если не хотите писать, просто смайлики оставляйте, 1-2 смайлик. Как говорится, это, конечно же, очень помогает нашим новостям, выводит в топ. Чем больше мы выведем это в топ, тем больше людей увидят наш канал, узнают о нашей истории, о наших традициях, культуре. Это жизненно необходимо для нас. Если мы не сможем собрать достаточное количество, как говорится, людей, интересующихся нашей родиной, историей, боюсь, что нас ждет не самое прекрасное будущее. Я человек очень оптимистичный, хочется верить, что будет все хорошо, но чтобы было хорошо, нам нужно быть всем на позитиве, всем вместе, и только так мы сможем решить эту проблему. А если я кого-то словом, улыбкой, взглядом или чем-либо обидел, я прошу всех, без исключения всех, прошу меня простить ради Всевышнего Аллаха, никого не обижать, не задеть я не хотел. Здесь мы пытаемся изучать историю, здесь мы пытаемся рассказать интересное, касаемо нашего народа, традиций, культуры, географии, не только о нас. Еще много будут эфиров про братьев-адыгов, черкесов, лезгинов, кумыков, все, кто с нами взаимодействует, грузинов, вся информация касаемо нашей истории
еще впереди. Очень много архивных документов, очень много разных карт, новых вообще, которые никто не видел. Вая, иншаллах, жим-жим публиковать. Илю, интересное впереди. Подписывайтесь, не забывайте подписаться, распространяйте наши видео, хотите в ТикТоке, где угодно, чтобы только вот люди пришли. Обязательно указывайте наш канал. Мы есть в Фейсбуке, в Твиттере, в Телеграме, в ВКонтакте. Вот не мой канал, правда, но имеется в виду наш подписчик, брат, ведет YouTube канал. У нас есть радиотрансляция, поэтому с нами интересно. Присоединяйтесь. Всем мира, добра. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Будут вопросы, пишите в директ. Адекю.